Барсна Бигзур Саля, меня зовут Булат, это медиа штаба Татар, и сегодня у нас есть 3 жертвы, которым будем сегодня мучить очень каверзными вопросами по поводу... По какому поводу как раз, как вы хотите? А как вас зовут? Ярар, как вас зовут? Салим. Салим, приятно, так? Взаимно. Ленар. Линар. А вас как? Фарид. Фарид, Салим, Линар. А вас как? Булат. Очень приятно с вами познакомиться. Сегодня наша тема 8 марта, девушки и самые-самые сокровенные тайны мужчин. О чем говорят мужчины? Ярар, скажите, у вас есть девушка? Да. Да, готовы подарить на 8 марта ей самый дорогой подарок в мире? Смотря в чем измерять ценность. Вот самый главный Ага. вопрос. А что для вас ценность? Для меня ценность прежде всего то, во что вложена душа. Скорее, а не деньги. Ну, короче, поделку из бутылки вы подарите ей, да? Поделку из бутылки я для себя оставлю скорее. А девушке что-нибудь, во что я вложил время, силы, душу самое главное. Словами просто напишешь сообщение в Телеграме, и все понятно. Ладно, Ярар. Салим, скажите, у вас есть девушка? Нет, брат. Почему? Да, брат, возраст такой, надо развиваться. Девушка это пока вообще ни к чему. То есть вы считаете, что девушка это никчемно? Да, я считаю, это ни к чему. Надо жениться сразу. Вот это отношение, ну, сомнительная вообще темка. То есть, получается, если первый раз с женой не повезет, можно будет второй жениться, да, сразу? Вдруг, мало ли, не тот характер. Да это, брат, как по жизни пойдет. Тут уж мы не знаем будущее свое. Как будет, так будет. Там уже будем решать проблемы по мере их поступления. Ну, допускайте такой вариант, да, то, что на второй женитесь. Если первый не понравится, второй женитесь. Не знаю, брат. А если вторая не понравится, на третий женитесь? Я, брат, ничего не знаю, что будет по жизни. По жизни ничего не будет, да? Ну, как будет, так будет. Но вы как вот живете? По какому принципу жизни? По принципу, как бы, всегда стремлюсь к лучшим результатам, иду вперед. Вот мой принцип жизни. Как карта ляжет, короче, все понятно. Ярар, Ленар, у вас есть девушка? И да, и нет. Ну, как это и да, и нет? Общаетесь? Ну, общаемся. Ну и чё? Так вот, у вас брат только что сказал, что это неправильно, это харам. Вы как? Я сказал же нет. Так вы же тоже сказали, да, что общаетесь. Так ты с кем спрашиваешь, с кем я общаюсь? Вы же говорите, вы с девушкой общаетесь, я правильно понимаю? Нет. С кем общаетесь? Общаюсь. С кем? С мамой, с папой общаюсь. Хорошо, это очень хорошо. А с девушкой общаетесь? С девушкой? С какой девушкой? Или вы с девушками не общаетесь? С девушками общаюсь, ну, там, в магазине, там, и в библиотеке. Ага. Ну, то есть, я правильно понимаю, вы девушку ищете и в библиотеке, и в магазине, и где попало? Смотря что иметь в виду под девушкой. А что вы имеете в виду под девушкой? Ну, это сложный вопрос. Ага. Ну, в общем, манерные мальчики у нас остаются здесь. Переходим дальше. Стоит ли вообще девушкам давать махр? Так как мы мусульмане, прежде всего, и живем по нормам ислама, то, конечно, да. Ага. А если дом на Мальдивах попросит? А это уже другой разговор, как бы. Ладно, хорошо, я рад. Скажите, а вот многие девушки сейчас не умеют готовить, например, дома убираться, и для них, например, более важные цели это уход за собой. Вот, а вы как мужчина, который будете давать ей деньги на все вот эти уходы, но понимая то, что вы приходите домой, у вас не убрано, у вас нет детей, у вас нет что покушать, и вам будет каждый день кушать еду, которую вы заказали в Delivery Club, вот как вы к этому отнесетесь? Ну, как бы вопрос простой, как и ответ. Нет уборки, нет детей, нет и денег. Линар, вот смотри, тот же самый вопрос. Как вы относитесь к девушкам, которые не готовят, не убираются, не хотят детей и вообще в целом занимаются только уходом за собой? Я считаю, что все должно быть в балансе в первую очередь. И это самое главное. И самое простое правило. Ну, баланс это хорошо. А с девушкой что делать будете? Балансировать. Ага. Харамное движение, друзья, не делаем. Балансировать с девушками не надо. С ними надо жить, любить и рожать детей. И уважать. В первую очередь. Ладно, хорошо. Покупать дома на Мальдивах. Покупать дома на Мальдивах. Ладно, хорошо, это все понятно. Тогда смотрите, вот вам представим ситуацию. Не подарили подарок на 23 февраля. Было такое? Не было. Было? Говорю, с девушкой не общаюсь. А я что, защитник Отечества? Ладно. Не подарили подарок на 23 февраля. Стоит ли вам в ответ ничего дарить? Ну, слава богу, мы люди, и нам на то дан язык, как бы. Мы можем спросить, обсудить, вот. И, исходя из этого уже как бы делать какие-то выводы. Ну вот, например, какой аргумент от нее вам нужен, чтобы вы такие, блин, я не заслуживаю этого подарка, и мне он нафиг не нужен?
Хороший вопрос. Вот она тебе скажет: ой, у меня нет денег, я их всех потратил на спа. Или с подружками ходил в магазин, у меня не осталось денег, чтобы тебе купить подарок. Вот что ты скажешь? Скажу, ну, прикольно, круто. Расстаемся, да? Да. Серьезно? Прям вот так расстанешься сразу? Да нет, конечно, от ситуации зависит, от девушки зависит, от настроения зависит, самое главное. То есть, получается, у тебя плохое настроение, ты там из-за любого пустяка, то, что тебе чай не налила, можешь расстаться, да? Да нет, конечно. Тут смотря для чего девушку выбираешь, как бы. Если девушку выбираешь для серьезных отношений, для женитьбы, то там уж, во-первых, должен смотреть, чтобы таких пустяков не возникало изначально на девушку такую выбирать. Вот. А если пустяки возникают, то из-за пустяков расставаться, это значит, ты девушку выбирал как бы не для серьезных отношений, не с серьезными намерениями. А вы всегда выбираете девушку для серьезных отношений. Ну, вообще да. Блин, уважуха. Да? Типа пятюню. Молодец. Ярар, Салим, нравится быть каблуком? Никогда не ощущал этого ощущения, не могу сказать. Ну, блин, хороший ответ, сильный. Хотел подловить, не получилось. Ярар, сразу видно, с нами серьезные игроки. Ленар, 5 минут назад вы сказали то, что вы защитник Отечества. Скажите, готовы ли вы защищать девушку от любых нападок? Конечно. Ага. Когда-нибудь защищали? Был один случай в кафе, это даже была не моя девушка на самом деле, просто из благородного чувства я увидел, как один парень домогается на самом деле до девушки. Я это увидел своими глазами, подошел к нему и объяснил, что так делать не нужно, и надеюсь, что больше он так не делал. Ну, я вижу у вас фингал под глазом, не просто так, да? Хорошо. То есть, получается, вы привыкли защищать чужих девушек, от которых даже не ждете ничего взамен, так? Конечно, ведь добро надо совершать не без привязки к этому. И если бы рядом со мной была бы моя девушка, и кто-то начал бы неправильно вести себя с ней, то я бы поступил точно так же. Все, короче, понятно. Леопольд, всем добро и тебе добро. Я рад, смотрите, такой вопрос. Вот вы когда вот вообще с девушками знакомитесь, вы же делаете комплименты? Когда как? Ну, тоже по настроению, да? Тоже по настроению. У нас тут по настроению свидание это харам, а тут у нас Леопольд. Ладно, понятно все. Скажите, вообще как проходит, например, вот этот процесс? Я вот девушку не знаю, к примеру, да? Вот она мне понравилась там туда-сюда и пошел с ее отцу ну, типа, засвататься. Мне отец сказал, все окей, выходите замуж. 2 дня мы с ней пообщались, на следующий, на 3-й день свадьба. И я с ней живу, и я понимаю то, что мне она не нравится. Это не то, что ожидал. И вообще хочу с ней разойтись, как в море корабли. Вот мне что делать? Идеальной совместимости никогда не бывает между людьми. Вот. Когда люди живут десятками лет, на мой взгляд, это скорее про умение говорить, умение делать компромиссы, умение договариваться. Вот. А если человек пытается найти какую-то идеальную совместимость, как в сказке или в фильме, ну, во-первых, на то очень маленький шанс, ну, во-вторых, все равно в быту не будет все идеально. Конечно, в быту будут возникать какие-то недопонимания, там банально в разных семьях жили, разные привычки. Вот. По-любому нужно уметь договариваться, говорить, опять-таки делать какие-то уступки. Вот. На мой взгляд, это самое главное. Ага, ну, короче, вы все-таки за решение конфликта, да? А вы, Салим, что скажете? Я считаю, что торопиться не надо, но и не надо на свидание ходить. Надо все осмыслить, подумать вообще, этот человек нужен, не нужен. Как бы вот так тоже от балды делать быстро, вот вперед идти тоже так не надо. Надо все четко с умом. А вообще вот скажу такую мудрую мысль. Можно вот наверх обратиться за помощью, как бы спросить, есть ли в этом благо, нету в этом блага. Если есть, то, конечно же, это произойдет. Вы поймете ответ сверху, как бы положительный, отрицательный. И я думаю, все будет четко. Надо просто подходить к этому с умом. Ну, это, конечно, правильно, но обращаться наверх, у нас потолок пока что только сверху. Ярар Ахмед, очень правильная мысль. Со всеми делами и со всеми вопросами нужно обращаться к Всевышнему, обращаться к Нему, просить у Него, просить прощения за свои грехи, за грехи близких и всегда надеяться на Него, на Его милость. Раз.
Хорошо, Ленар. Я к этому отношусь так, скажу коротко. Чтобы не искать выход из безвыходной ситуации, надо изначально не загонять себя в нее. Ведь не обязательно, чтобы какой-то маленький спор перерастал в большую ссору. Надо все решать на берегу. И мне кажется, тогда, в принципе, можно избежать многих, казалось бы, безвыходных ситуаций. Скажите, Ленар, вы вообще, ну, обычно в безвыходной ситуации, когда находитесь, как пытаетесь его решить? Я не попадаю в них. Ты ее мою. Ну, понятно, короче, безвыходный человек. Ясно. Давайте дальше пойдем. Такой вопрос, смотрите. Очень такой насыщенный. На какой бы национальности вы бы могли жениться? Потому что старшее поколение все говорит только на татарке. А вот вы как считаете? Для меня национальность, наверное, имеет далеко не первое значение. Вот. Первостепенное значение должна иметь вера, на мой взгляд. Потом уже вообще характер девушки, то есть насколько вообще с ней будет комфортно жить в быту. Вот. И потом уже четвертым, пятым, десятым вопрос национальности. Ну, желательно, конечно, татарка. Ну, она же может принять ислам. Конечно. И получается, для вас будет все равно. Если она приняла ислам, то в любом случае, если вы ее любите, она готова стоять за вами горой, то вы на ней женитесь, потому что это ваш человек. Так? Да. В любом случае, любой ответ на этот вопрос является правильным. Нету неправильных ответов. Но мы идем дальше и спрашиваем Салима. Салим, как вы считаете? Ну, конечно, это база, что нет лучше подарочка, чем жена-татарочка. Это истина, так сказать. Но тоже скажу, что вот не прям важна национальность. Главное, как вы относитесь к этому человеку и как он относится к вам. Если есть матч, так сказать, то все четко. Понятно, что если национальность такая же или близкая по родству, то будет похожий менталитет, взгляды на жизнь. Понятно, что будет намного проще по жизни. Но это не значит, что люди других национальностей не могут быть такими же, как вы, в плане схожести взглядов. Ну а так вообще, как биолог скажу, вот, образование у меня биологическое, чем дальше по родству национальности находится, тем здоровье будет у детей лучше. Вот так. Ты ее мать. Так у нас тут ученые сидят на самом деле, да? Люди серьезные, да. Я думаю, это уже с первых ответов было понятно. Надо спину тогда выпрямить, посидеть все-таки по культуре с такими людьми, да? Ладно, Ленар, как вы считаете? Главное — это общие ценности. Если есть общие ценности, то тогда и найдутся общие увлечения и так далее. И самое главное, то есть, это иметь схожее мировоззрение. Вот. Последний вопрос, так сказать, решающий в нашей супер игре на $1 000 000. Вот если вы женились на девушке, которая полностью вас устраивает, и вы с ней проживете отличную жизнь прекрасную, но она не хочет детей. Как к этой ситуации должен отнестись верующий человек, культурный, воспитанный и, ну так сказать, человек, который очень-очень-очень любит свою девушку? Но если человек культурно воспитанный, он должен отнестись культурно, воспитанно. Вот. Во-первых, надо узнать, почему она не хочет детей. Потому что, как бы, это проблема серьезная, и у нее наверняка есть серьезные причины на это. Вот. А вообще, если когда вы с девушкой общаетесь на первых порах, мне кажется, это понятно, хочет она детей, не хочет, можно, по крайней мере, спросить, вот, и исходя из этого уже продолжать общение или не продолжать, или заканчивать. Вот. Рахман, хороший ответ. Вот я считаю вопрос неправильный. Вы сказали, что девушка, которая полностью вас устраивает, но она не хочет детей. Это уже девушка, которая, не будет полностью устраивать человека. Именно для меня. Я как бы сужу по себе, говорю про себя. Я вот так скажу, что, это будет понятно заранее, хочет она или не хочет. И, как я сказал, торопиться не надо, обговорить все, решить и удочку закинуть на будущее. Так что я думаю, не будет такой ситуации в жизни. Не могу сказать, как поступить. Ну, то есть еще не только биолог, еще и рыбак, раз удочку закидывать, это для девушки. Я все умею по жизни. Вот сразу понятно, татарин. Конечно. Давайте дальше, Ленар. Я считаю, что благоприятные отношения должны быть такими, что люди в них становятся лучше. И мне кажется, что если отношения с девушкой продолжаются уже какое-то время, и, как мы сказали, что она во всем устраивает, то я думаю, что с течением времени она придет к тому, что
воспитание детей — это большое счастье, и что это истинное благо. И я думаю, что это не является проблемой, и что к этому можно прийти. Всем спасибо, кто слушал, подписывайтесь. Я здесь первый раз, конечно, и очень рад, что поучаствовал в таком интервью. Спасибо. С вами был Медиа Штаб Татар. Я повторяюсь, меня зовут Булат. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репост этого видео, делитесь им с вашими друзьями и приходите к нам. Биг Зур. Сау бол.